Так, вот хочу вам показать крупным планом свои огурчики. Конечно, сначала хотелось прополоть, потом показать, но все-таки действительно решила покажу, пока они у меня грязные. Действительно, когда все хорошо, тоже неинтересно показывать. Покажу вот как сейчас они у меня растут, и потом после прополки как будет. Вот эти 3 ряда я успела сегодня утром прополоть. Просто освободить огурцы, а междурядье можно в любое время. Ну, вот эти 2 ряда. Надо еще, ну, вряд ли я сейчас успею. Просто я сегодня была на похоронах. Умерла бабушка моего зятя, старшей сестры, ой, старшей дочки мужа. Да, видишь, она была там. И после, как приехала, что-то неважно себя чувствовала и не смогла выйти. Ну, завтра утром, наверное, все-таки уберу. Все сделаю. Это уже 2 ряда были посажены у меня рассады. Видите, они повыше. Эти 2 ряда и еще один ряд. Вот я вам расскажу, почему рассада и почему тут вот семенами. Это уже, вот видите, маленькие. Первые семена, которые я посадила, они у меня не взошли. Взошли очень редко, очень плохо. В этом году я не смогла купить нормальные семена. Мне обычно привозили турки, но я их не смогла купить. В этом году муж с женой, мои друзья, они заболели. И мне пришлось купить обычные семена на рынке. Я купила их, посадила. Они очень плохо взошли. Ну так, знаете, вот очень редко. Ну, у меня друзей среди турков очень много, потому что когда-то лет 7-8 тому назад я занималась и сажала картофель гектарами, и сажала огурцы тоже полгектара, чуть больше даже иногда. И занималась торговлей, что картошкой, что этими огурцами. И помимо этого покупала у турок, которые приезжают к нам, сопутствующие овощи, которых у меня нет, и торговала. И поэтому у меня очень много друзей, знакомых среди турок. И вот так вот разговорилась с ними на рынке, которые продают рассаду, с турками. И он мне говорит, да купи, говорит, рассаду, посади огурцы. Я к нему подошла, я говорю, вот мой знакомый не смог мне привезти, ну, не то, что знакомый, а даже друг, а этот просто знакомый. Я говорю, он мне не смог семена привезти, он заболел, вы бы не смогли мне привезти? Ну, он мне говорит, нет, у меня уже не получится. Говорит, это уже и на рынке, говорит, нет тех семян, которые вот обычно мы сажаем, это голландские семена. И, во-первых, говорит, я приезжаю рано, в 3 часа, они ездят с Моздока к нам, в 3 часа, говорит, выезжаю, и только ночью бываю дома. На рынок, говорит, пойти и купить их у меня не получится. А давай, говорит, купи у меня рассаду и посади. Я говорю, это для меня будет слишком дорого. А один стаканчик вот с огурцом у него стоил 25 рублей. Я говорю, вы что, у меня 6 рядов, и на эти 6 рядов, я говорю, примерно, я не знаю сколько, но 6 рядов на 35-40 метров, там мне надо будет много. Он говорит, ну я же тебя знаю, я тебе дам, говорит, подешевле. Я говорю, ну, у меня, если честно, у меня и не было денег. Я говорю, у меня не будет столько денег, я не смогу купить. Я на один ряд, я говорю, куплю просто чисто, чтобы для себя было. А в этом году, я говорю, уже на продажу я не смогу. Он говорит, да ты не пожалеешь, ничего, говорит, у тебя и на продажу будет. Возьми, я, говорю, типа 10 рублей за стаканчик отдам. Да, говорит, куда ты денешься, мы тебя знаем, сколько мы работаем, сколько мы ездим. Отдашь потихонечку. Мы что, говорит, не люди, что ли? И вот он мне говорит, сначала повези, посмотри, сколько на один ряд идет. Я привезла, посадила вот этот вот первый ряд. Вот он. Вот этот вот первый ряд. Они вот тоже очень хорошенькие уже пошли. Уже даже есть некоторых зависть. Цветут. И вон там подальше я видела, даже уже один огурчик был. Посадила этот ряд, посмотрела, сколько мне нужно огурцов. Оказалось 80 кустов на ряд. На второй день поехала и купила на эти, ну, один ряд был уже куплен, еще на 5 рядов по 80, это 400 кустов. Вот получается на 4800 я купила рассаду огурцов.
И посадила, вот этот ряд посадила. Этот ряд был посажен чуть раньше, на 2-3 дня раньше, чем те. И успела посадить я 3 ряда. Да, получается, вот эти 3 ряда я успела посадить до этого града. И эти 3 ряда полностью у меня пропали. Полностью. А вот эти 2 ряда, вот этот первый ряд, который был посажен, он более сохранился. Я не знаю почему. Вот те 3 ряда, которые были посажены на 3 дня позже, ни один огурчик не сохранился. А вот эти все-таки сохранились. Нет, нет, конечно, уже их нет. Среди них тоже, вот видите, 1, 2, 3, 4. Тут нету, 3, 4, там нету. Но все равно кустов 10-15 только побито с этого ряда. А эти 3 ряда были побиты полностью. Ни одного огурца не сохранилось. А 2 ряда вот этих, которые вот у меня сейчас заросшие, тоже из рассады, из той, их я не успела перед дождем еще посадить. Перед градом, вернее. Они у меня остались. И вот как только прошел град, на 2-й или на 3-й день, как можно было, потому что было жутко мокро, сюда невозможно было войти, вода стояла почти что не по щиколотку. У меня еще огород такой со спуском. Вот через 2-3 дня после града я посадила эти 2 ряда. Очень плохо приживались, потому что после града пошла такая жара страшная, что, в принципе, огурцы же такие нежные, что, я не знаю, они не переносят пересадки. Мы были со стаканчиками, вот видите, даже по 2, по 3 штучки в один стаканчик. Мне их сейчас надо более-менее здоровый куст оставлять, а другие отрезать. Вот так вот, девочки, не знаю, вам интересно или нет, но я хочу вот на своем опыте как-то вам сказать, показать, посмотрю, что в этом году будет. Огурцы обычные я сажаю 10 мая. Но в этом году, получается, я посадила их только 15 июня. Рассаду посадила также 15 июня. И вот эти семена тоже были посажены 15 июня. Вот сегодня 22. Вот получается, вот они уже вот такие вот маленькие. И вот тоже пошла на рынок как-то тоже уже сажать. Эти 3 ряда тоже не собиралась. Эти 2 посажены, 3-й чуть-чуть сохранился. Но земля опять лежит пустая. И как-то опять разговорилась на рынке уже с другими турками, с моими знакомыми. Они говорят, да ничего не поздно, сажай. Будет попозже на засолку, ничего страшного. Почему у тебя будет земля лежать пустая? Я говорю, опять семян хороших нету. Много с семенами мы тебе пока ничего не можем сделать. Вот не знаю. На сей раз купила семена Феникс Плюс. Обычные. Вот один ряд, первый ряд, это московские семена. Если честно, я думала, они будут лучше. А эти 2 ряда, тот же Феникс Плюс, но это черкесские семена. Практически зашли одинаково. И первый ряд с огрехами все-таки взошел. Хотя я в каждую лунку сажала по 3, по 4, даже по 5 семечек. Видите, все-таки огрехи какие. Вот и с черкесскими такие же огрехи. Много огрехов. Во всех 3 рядах. Здесь вообще, вот видите, вот сколько, вот почти метр расстояния огурца нет. Здесь тоже почти 2, не почти 2 метра нет огурцов. Не знаю, вот. Ну, неважные семена, действительно неважные. Ну, вот зашедшие вроде бы ничего, сильные. Ну, вот посмотрим в этом году, правда. Обычно я покупаю капельный шланг, делаю капельный пролив. Но в этом году что-то не хочу даже тратиться, потому что у меня с деньгами напряженка. И рисковать тоже тратиться для себя, для самой. Мне бы, конечно, хватило бы и 1-2 рядов. Но обычно я излишки огурцов продаю. Все время и продаю, и делаю засолки, тоже продаю уже засолки. У меня свои клиенты, и на огурчики свои клиенты. Потому что они знают, что я ничего не добавляю из химии, что они у меня чисто экологически чистые. И поэтому у меня свои родственники сразу заказывают, даже уже весной заказывают, даже до посадки моих огурцов, что вот ящик огурцов мой, ящик мой. И практически у меня до осени бывает заказ.